Эх, ежики, ежики, есть иголки, ножики, а за эти ножики срок дают большой. Андрюха, ты тут-то? И я тут-то! Да. Nice. Здрасте. Здравствуйте. Прелестно выглядите. Что, простите? Прелестно выглядите. Благодарю. Вы на стриме? Да? Да. Чату привет. Не буду вам мешать делать контент. Можно вопрос один? Пожалуйста. А это ручная работа или покупная? Это покупное. Ну это правда. вышитое или это вышитое или? Вышито. Я принципиально искала, чтобы это была вышивка. Ну классно. Просто еще бы узнать, просто раньше ж узоры как бы характеризовали отдельную область, допустим, Ростов, Саранск. Были разные узоры, и можно было определить, откуда человек по его одежке. Понятно. Я так глубоко не уходила, правда. Что-то тут мне как-то вечерочком захотелось этнического платья на лето. Как-то что-то меня перемкнуло. Весной запахло. Ну, классно, Я полезла в Озон и нашла совершенно случайно прекрасное платье с вышивками. Честно, не интересовалась. Покупала, потому что понравился фасон, крой и сама по себе вышивка. То, что оно именно вышито. Вам идет. Спасибо. А если не секрет, цена вопроса данной красоты? Ну, порядок просто там. 6800, по-моему, как-то так. Ну, неплохо. А это лен ХБ? Лен с хлопком. Да, это лен с хлопком. Да. И это все вышито, и плюс кружево. Классно. Не знаю, можно вас попросить, чтобы встали, показали? Ну, если не затруднит, конечно. Но вы так все равно толку-то не увидите. Не, все равно. Ну, как-то так. Не, классно. Ну, по подолу оно примерно, вот тут еще подол у него в кружеве. Ну, классно, оригинально. Красота-то какая, лепота. Ну, вот такой там длинный рукав у него. Меня просто девчонки возбудили в чате. Понравилось. Конечно. Там есть 2 фирмы, если прям интересно. Не на правах рекламы, если позволите, я могу... Понимаю, конечно. Сейчас я прям гляну в заказах. Одна, по-моему, называется «Русский сарафан». Вот. А вторая... Ну, вот я в «Русском сарафане» заказывала, мне там не зашло. Ну, просто мне не подошли, мне не понравились эти платья. А вот это конкретно я покупала... Сейчас найду его, сейчас скажу, где оно тут. И у них есть разных расцветок, но я для себя хотела именно такое летнее белое. Вот. Есть... Вот как раз «Русский сарафан», там есть очень красивое, тоже вышитое. А вот это было, называется... Господи, как ты называешься? Называется «Продавец Берегиня». Вот. Но у них конкретно эти платья в белом закончились. Там есть другая расцветка. В белом у них сейчас нет. Ну, еще сделают. Думаю, что, весна в ходу. Оно очень приятное по ткани, прям шикарно. Она к телу приятно. Да. Летом только выше не надо гладить, а то я тоже как бы еще мужчина. Летом будет вообще прям прелесть. Конечно, согласен. А у вас же тоже какой-то канал, если я так подозреваю? Нет. Заводите. Зачем? Мне не хватит никаких нервов, не поверите. Я буквально за 2 чека до вас встретила часовщика. Он не часовщик, он секундомер. Я не знаю, кто он. 23 секунды. Реально. Я слова не успела ему сказать. Ну ладно, на самом деле, если быть точными, то он появился. Он очень долго так смотрел на меня, пытался понять, кто я. Я интриг не раскрывала, да? Я начала... Может я предположу, что он дальше сделал? Что он сделал? Может я предположу, что он сделал дальше? Пожалуйста. Он пилоточку не напялил такую фашистскую, нет, на себя?
Не, он сегодня без нее, он с лысой башкой был. Может, потом надевал, не знаю, но сидел без нее. И он, значит, ну, я ему сказала, что я знаю, кто он, что он, и т.д. и т.п. Ну, то есть я знакома с его творчеством. Вот. Это все, что я сказала. На что он спросил о том, что, типа, ты россиянка? Я говорю, допустим. Ну, я сказала ему о том, что, типа, я знаю вашу позицию по очень многим вопросам, и т.д. и т.п. Говорю, поэтому мне, говорю, лишний раз обсуждать с вами эти темы неинтересно. Говорю, мы расходимся во взглядах с точки зрения геополитики, ситуации и всего прочего. Но он говорит, ну, хорошо, говорит, давай тогда с тобой обсудим какую-нибудь русскую тему. Я говорю, допустим, говорю, какую вы хотите обсудить? Он говорит, конфеты, птичье молоко. Я говорю, ну, наверное, есть, но я сладкое не ем, поэтому вот какое-то конкретное птичье молоко я не знаю, потому что их там миллионы птичьего молока, различных производителей. И тут с этого момента, когда я ему это сказала, его что-то бомбануло. Его бомбануло с этой фразы. И он начал говорить, что птиц доят, молоко, да, из птиц берут. А он даже не... Он начал просто на меня орать благим матом. Он там в 3 конца ну, про то, что сдохлый т.д. и т.п. Там такое полилось, там открылся портал ада. Я на него смотрю, говорю, здоровый человек. Вы, говорю, так возбудились на конфетах птичье молоко. Меня зовут Андрей. Как вам можно обращаться? Олеся. Олеся, прекрасное имя. Я родился и жил на севере, и мама сама делала эти конфеты. Ну, я помню, шоколад, вот это, безели, не знаю, как назвать. Ну, торт, еще слой шоколада. Да. Не, вот именно вот конфеты, да. Потом их нарезали, они остывали, вот это в коробочку выливалось, это все. Сначала шоколад, потом вот это, ну, безе, не безе. Ну, суфле, я не знаю, я в этом деле не великий гуру. Потом еще раз слой шоколада, это там что-то прессовалось, потом ничего вкуснее не было. Не спорю, я сладкое просто не ем. Поэтому, ну, как бы я знаю, какие-то конфеты существуют. Мишка, ну я же его ела когда-то, да, Мишка? Сейчас, что мы мучаемся? Но основной-то смысл в том, конфеты, птичье молоко, кто производит? Ответ из интернета. О, Ротфронт, Россия. О, Ротфронт, Россия. Ну, вот фотографии, вот. Слушайте, мне кажется, по-моему, есть еще производители. Ну, может быть, но это может как одна из ведущих фирм. Ну, да, вот. Птичье молоко, вот они редком лежат, они там разные с малиной, с лимоном. Ну, в общем, да. И что? Он перевозбудился на конфетах, отматюкал меня и убежал. Он ненормальный. Бабай пишет, птицы это производят. Да, птицы сами лапками сбивают это свое молоко. Да. Слушайте, как может быть взрослый человек, взрослый, с полпинка начать орать, когда ему даже слова не сказали? Он не взрослый, понимаете? Есть такие люди, у которых вид взрослого человека, а в душе он там, 12-13 лет. Вот у нас, допустим, в Белгороде есть такой Юра Марадонна. Но у него была травма при рождении, и он безобидный, его называют святой. Ну как, не святой, но светлый человечек. И встретить утром Юру, идя на работу, это хороший знак, значит, день у тебя хорошо пройдет. И вот как бы, есть божьи люди, да? Ну, бывает такое. А это просто, это озлобленный человек. Ни во что не верящий, ничего не знающий. Ну, такой, да. В общем, зарядил меня настроением, я веселюсь, потому что... Да не принимайте близко к сердцу, таких надо троллить и улыбаться. Да, мне просто удивительно, да, потому что я видела его у некоторых блогеров, ну, потому что это, видимо, нарезки, да, и это все-таки, наверное, где-то компоновки, где-то нет. Вот таких вот криков оров я не встречала. То есть я видела его у Бабичева, да, как они там дискутируют, либо еще что-то. У кого еще я увидела? Не помню, честно. Вот у Контрольский тролль, Денис. Может быть, не помню. Но смысл такой, что как бы там вот такого крика, откровенного мата, там еще чего-то я не видела. И я его на стримах не особо встречала. Пару раз, наверное, видела, когда он там что-то и убегает.
Но то, чтобы человек с пустого места с конфет начал так вытекаться, я вообще не поняла. Может, у него там не сварение сегодня? Олесь, у меня тут Мурат пишет: привет, передай от меня, она такая красотка, я с ней 2 часа общался, сыну тоже привет. Мурат это парень с аквариумом, у него сбоку аквариум. Я не помню, когда мы общались, но допустим. Ну, вы не будете против, если я ролик с вами выставлю? Да, пожалуйста. У нас просто ничего такого информативного. Ну, просто вы такая позитивная, сарафан вам к лицу, сарафан. Может, что-то себе еще захочет. Питбуль пишет: приглашай к нам на стрим в гости. Ну, если будет интересно, канал Таежники, а у меня сейчас идет стрим. Да, я сейчас подключусь. У меня гаджет садится, я с гаджета заходила, но сейчас я подключусь с компьютера, зайду, поставлю лайки. Моя Борисовна, а где скобки на левую ссылку кинула? Я что-то опять Ай, блин, у меня... Так, секунду, не убегайте, пожалуйста, дайте я таежник. Где-то на западе, привет, Вань. Таежник. Пробел я. Еще раз, таежник. Пробел, ну, кнопочка пробел я. Все, сейчас. Угу, сейчас забегу. Так, да я уже слышу, пошло это эхо. Да. Ага. Я отключусь. Это давно было. Эхо мне шло, ладно. Да, все, отключилось. Да? Вот такие вот дела. Как у вас сегодня тут улов, что называется? Ой, знаете, поймал одного там, забор за мной зацепился, типа, ты тут идеалы. Тут забор, ой, забор много тут цепляется. А потом поймал женщину, ну, девушку уже сложно назвать, возраст, да, которая 30 лет живет в Америке и рассказывает, говорит, как в Америке сейчас очень хорошо жить, ну, это в кавычках, да, хорошо жить. Ну, будет ролик завтра, я думаю, с ней надо. Я встречала сегодня украинца, который уехал из Киева с женой, и он занимается, живет, по-моему, в Майами, вот, занимается дверьми, установка дверей, да, уехал с женой, с ребенком, живут 2 года, и он мне рассказывал про шикарную жизнь в Америке. Я говорю, слушайте, как-то вот вы рассказываете мне про такую шикарную жизнь в Америке, а у меня друзья, которые живут там порядка 25 лет, да, и в частности у меня там есть друг, который живет в Иллинойсе, он программист, и надо понимать, что он как программист хорошо зарабатывает, и работает он программистом давно. Я говорю, он мне рассказывает совершенно другую жизнь. Я говорю, вы мне рассказываете про какую-то вообще нереально классную жизнь, что он зарабатывает $6500, ну, допустим, да. Я говорю, а сколько вы платите налогов, простите, с этих 6500? И он говорит, я заработал за последний год $85 000, из них я заплатил $1011 налог. Я говорю, чего? Да, это обман. Это обман. Я говорю, ну, как бы, ну, несерьезно. Я говорю, ну, как бы, нет, все, вот мамой клянусь, заплатил 1000, у меня классный бухгалтер, и все в таком духе, и он мне помогает, потому что мы мало... Сопутствующие расходы, снятие жилья, кормежка, заправка, аренда машины, страховка машины, и пошли-поехали. На все хватает, и медицина у него бесплатная. Я говорю, давайте... Если медицина бесплатная, сразу врет. Спасибо. Ну, человек мне рассказывал про то, что у него бесплатная медицина, потому что у него малоимущая семья. Я говорю, послушайте, это как-то не вяжется с тем, что вы зарабатываете $85 000, платите $1000 в год налогов, и у вас малоимущая семья, и поэтому у вас бесплатная страховка. Говорю, вы определитесь, говорю, там либо... Да, это все вранье. Да понятно, что все эти вот эти россказни про их прекрасную, красивую жизнь... Ну, там хорошо более-менее живут, когда жена достойно зарабатывает, а муж работает на 2, на 3 работах. Я в прошлом году сколько? 9, ну почти 10 месяцев провела за границей. Я жила в Болгарии, жила в Италии. У моей семьи просто есть недвижимость, соответственно, ну так. Ну, есть вариант какой-то.
Да, соответственно, часть времени это была Болгария, потому что квартира на горнолыжном курорте, и я каталась на лыжах, а потом уехала в Италию на море, на побережье. Что могу сказать? Болгария, которая была всегда дешевой страной, поэтому там очень многие русские покупали недвижимость, потому что это стоило копейки. И жизнь стоила копейки, и дешевле было питаться в ресторанах, нежели чем покупать продукты домой. Это была правда. Это было буквально вот до 2019 года, наверное, даже, да, до ковида, когда это было дешево. Потом случился ковид, потом случился февраль 2022 года. Они все дружно хлопнули дверью и получили то, что получили. Теперь стоимость топлива получается, по октябрьским данным, да, дизель стоил 2,63, это в левах. Соответственно, делим на 2 и получаем евро. То есть евро 30 стоит литр. Дальше потянули за собой продукты. Яйца дороже Москвы. А бензин это перевозка, это доставка, это логистика. Да. Продукты, мясо, куриное филе, в частности, ну, потому что я не ем свинину, как бы я ем там куриное филе, да. Ну, это ваше вкусовое предпочтение, ничего такого зазорного, страшного. Дороже, чем в Москве. Овощи, если не сезон, все привозные. Это Турция, это Греция, это Италия, это Испания. Что-то Польша. Московский ценник. Летом, понятно, летом, когда еще есть там своя капуста, морковка, еще что-то как-то, да, это очень похоже, тем не менее, тоже на московский ценник. Где-то чуть-чуть дешевле, где-то, но опять же, да, я покупала помидоры в июне месяце. Я прилетала на 2 недели здесь на рынке в Москве. Они стоили по 180 рублей. И там точно так же они стоили по 180 рублей. Летом свои болгарские помидоры. Все, что привозное осенью, ценник порой дороже Москвы. И надо понимать, что зарплаты в Болгарии, хорошая зарплата считается 1200-1500 евро. А страна маленькая, нищая, там не все зарабатывают такие деньги. Если у нас люди могут 1500 зарабатывать в том же самом, допустим, Екатеринбурге, в Магнитогорске, в Челябинске. Да в Москве тоже можно зарабатывать, да в Тюмени, да где хочешь можно зарабатывать. Естественно, то там София, все. София, Пловдив и все, раз-два, ну хорошо, Варна, да, но они зарабатывают там летом, потому что зимой делать нечего. Не Себа, случай в Бряк. Ну там это курортная история летом. Габрово. А зимой как? А зимой где? Не знаю. Просто я был в Болгарии в 80-м году по туристической путевке. И 80-й год это был еще СССР. Мне было 13 лет. У меня был мозг реально взорван. Я просто сравнивал, допустим, Судак, Планерская, да, и Несебр. Бургас. Мы были в Бургасе, а там же Несебр недалеко. И мы были 3 недели, и полная выкладка была экскурсий, и все, и Габрово, и София, и Варна, и Шипка. Ну, побывали мы практически, только не были вот этих горнолыжных курортах. Ну, я тогда прям мозг у меня перевернулся. Когда увидел, когда к отелю подъезжает Ягуар, я не знал, что это Ягуар. Но когда увидел машину без крыши, 89-й год, у меня уже мозг начал подзакипать. И вышли дедушка, бабушка немцы, 13 лет, я уже учил немецкий язык ему в школе, я понял, что он говорит по-немецки. И выбежал там этот шнуречек такой, накрыл все брезентиком, тук-тук. Я поворачиваюсь, дедушка вышел такой в парусиновые шортики белые, там рубашечка, шапочка, очечки, такая же бабушка с белым зонтиком, кружевным божий одуванчик. А я порой к отцу говорю: папа, мы точно их победили? Он говорит: заткнись, посадят обоих. Ой, да знаете, как бы там и немцы-то сейчас уже подвывают по-тихому. У меня есть друзья, которые живут в Германии, которым не сладко и по налогам, и по оплатам. Далеко ходить не надо. Зимой мы заплатили за электричество. Сейчас скажу сколько. У нас просто приехали родители, и так как они мерзнут, они мотали его с утра до вечера. У нас работали кондиционеры постоянно. Они уехали. Соответственно, готовила что-то вот длинное, запекать, варить суп. Я все делала после 10 вечера. Стирка только после 10, когда идет этот двухтарифный счетчик.
Соответственно, днем это что-то по минимуму, быстро подогреть. Основная готовка у меня была вечером. Причем мы можем себе позволить платить и нон-стопом, чтобы все это работало, но я считала, что несколько неразумно. Ну, честно, вот по-русски меня давила жаба, душила жаба, потому что когда ты ходишь в трусах, извините, голыми ногами по квартире, и у тебя тут везде Сахара, и у тебя постоянно жарко, и у тебя нон-стопом работает микроволновка, стиралка, плита и все остальное, и ты за это платишь копейки, то когда ты просто за обогревание, за экономию мы заплатили 300 евро, они побыли 2 недели и уехали, и после этого мы перешли в режим экономии с мужем. Ну, там просто большая площадь квартиры. Мы перешли в режим экономии как? Идешь на 2-й этаж, включаешь кондиционер, нагреваешь комнату, заходишь в комнату, быстро раздеваешься, ложишься под одеяло, выключаешь кондиционер. Просыпаешься утром, естественно, холодно, ну, прохладненько. Ты быстро выпрыгиваешь, одеваешься, спускаешься вниз, включаешь в гостиной кондиционер основной, нагреваешь гостиную. Ты ее за 2 часа нагрел, выключил, ходишь в теплых носках, в теплой кофте, в тапках, чтобы было тепло. И надо отдать должное, зима была теплая, не было очень сильного мороза. Максимум было ночью -5, -3, это был максимум, но это в горах, это предгорье, и холодно. И вот мы заплатили в феврале 300 евро. Ну, я была в шоке. Вот просто в шоке. 300 евро за свет. Это был один из самых дорогих месяцев. С учетом у меня самый был такой вопрос такой в Болгарии, такой непонятный. Почему утром приходишь на пляж, и весь пляж такие мелкие пирамидки, где-то 7 на 7. Прям так, песочек пирамидками. И потом я увидел. Едет машина и просеивает песок. Вот сетка забрала песок, поднялась, он оп, сыпался в пирамидке. И вот это окурки, какие-то там бумажки, это все. И кто потерял цепочку, да, там браслетик, вот из этой машины идут, кто-то находил, кто-то. Ну вот это, помню, выходишь, весь пляж так вот. Ну, люди видно, где прошли, да, ногами их помяли, а так смотришь в пирамидках. Да что ж это такое, думаю. Потом увидел сам. У меня одноклассник купил недвижимость родителям, он купил в Бургасе, он купил дачку. И говорит, лучше бы я купил где-нибудь в элитном районе Подмосковья. То на то и выходит. Ну, тогда, вот как вы говорите, было очень дешево. Ну было как, не дешево, очень, но не очень дешево, ну дешевле. Ну, чем. Дешево. Плюс добавок ко всему, действительно было дешевое электричество, ну налоги там до сих пор дешевые. Хотя я занималась упражнением и посчитала, сколько стоит наша московская квартира в центре Москвы, 4-комнатная, 100 квадратов. Я сравнила, во что обходится 100 квадратов с точки зрения коммуналки за год, налоги, коммуналка, по среднему как бы ценнику, да. Сравнила с квартирой, которая в Болгарии. В Болгарии она больше по площади, она 140. И я сравнила те налоги, те коммунальные услуги, оплаты, все остальное. Что могу сказать? То на то вышло. Но надо понимать, это нищая Болгария, где работу фиг найдешь, а это Москва, да, где ты найдешь да. Но этот пласт, который касается недвижимости и всего прочего, его заняли украинцы. Они приехали, и они там, надо отдать должное, они там ассимилируются. Они открывают бизнесы, женщины открывают салоны красоты на каждом квадратном метре. Это брови, ногти, вот это вот вся эта история. Да. И планируют там оставаться жить, очень многие не собираются возвращаться. Вот у них такая вот история, едут все туда. Ну, мне кажется, в любом городе России можно заработать. Да, так и есть. Мне кажется, вам нужно завести свой канал, вы интересный собеседник. Скажу по секрету, знаете такого Александра Бабичева, да? Ну, конечно. Я был одним из первых, кто его пинал, открывать свой канал. Открывать свой канал, я его пинал, ну, в мягком смысле этого слова. Дружинник Владимир Владимирович. Открывать свой канал. Да нет, да, ой, сколько тут таких. Ему хватает терпения, вам тоже. Мне с моей эмоциональностью. Не всегда. Надо понять одно.
надо понимать одно, что когда я начинал, мною было послано столько к Великой Китайской горе пешим туром, туристическим, без компаса, без карты. Я не знаю, это количество людей. А потом, и бывает и сейчас, вот сидит какой, начинает родителей трогать, все равно ты подгораешь. Но все равно где-то папу, маму трогают. Ну, нет. Ну, если ему улыбаться в глаза, бывает по настроению. Сегодня встречала мужчину из Одессы, да, конечно, забавно. Вот ты смотришь на человека, взрослый человек, должна работать логика. Я понимаю, одно дело святая вера, другое дело... Не седой такой в очках? Да, в очках, в машине сидел, по-моему. А, в машине тогда не он. Ну ладно. Седой в очках, но сидел в машине. Крестился при этом всю дорогу, когда я что-то говорила, он крестился. Ну да бы ладно. А может мимо церкви ехал? Не, я у него спросила, я говорю, вы сейчас, говорю, креститесь? Он говорит, да. Я говорю, он мне сказал, что типа на мои слова. Ну дурачок. Ну, у каждого свои заморочки, да. Не, просто вот у меня был водитель, вот когда мы там, ну, занимался я там дальнобоем, там, ну, скажем так, вот мимо церкви он едет, он всегда перекрещивался. Как бы я настолько набожий, ну, я уже на второй рейс я начал креститься. Там в чате очень жарко принимают украинцев в Болгарии от слова совсем. Прокомментируй. Петр Попов просто, он болгарин, но сейчас живет просто в другом месте. Это понятно. То, что касается самих жителей, это правда. Я же не спорю. Вопрос то, что их привечает правительство, да. То, что касается, допустим, жителей того города, где у нас квартира, это маленькая коммуна, маленькая община, 8,5 тысяч человек. И понятно, что когда в такую концентрацию приезжает большое количество людей, украинцев, которые при этом пытаются строить бизнес, тем самым в некой степени конкурируя и отбирая работу у местного населения, ясно, что местному населению это не нравится. Это первый момент. Петр там вопрос задает, может некорректный вопрос. А где у вас квартира? Банска. Благоевградская область, Банска. Ну, это курорт горнолыжный. Петр, скорее всего, хочет в гости приехать. Я его знаю, злодей. Наверное. Не, он хороший человечек, он музыкант, отличный гитарист, мне очень нравится. И поет неплохо. Вообще, мне нравится. То, что касается самих жителей местных, это понятно, да. Опять же, они там тоже делятся на две разных группы, на три, да. Кто-то безразличен, кто-то сочувствует, кто-то, наоборот, топит за русских. У нашей семьи, наши друзья, с которыми дружит моя семья, непосредственно родители, у них их знакомые кричат: Путин бог, украинцы задолбали, хохлов обратно домой. Да, естественно, они как бы вот они за Россию. Ну вот Петр пишет, да, знает лично, где это, бывал много раз. Ну вот. Ну, как бы так. Горные лыжи, там все такое, все в таком духе. Понял, ладненько, спасибо вам за беседу. Да, вам. Мира, добра вам, счастья, развития. По поводу начать канал, подумайте. Если что, я к вам обращусь за консультацией. Таежники, там есть ссылка, если владеете Дискордом, вообще не проблема будет. Хорошо. Спасибо. Мира, добра, счастья, здоровья. Спасибо за позитивную беседу. Счастливо. Если что,